Да. Все. Неожиданный звонок и всего пару минут, чтобы принять правильное решение. Террористическая угроза может возникнуть негаданно, как и по сценарию сегодняшней легенды. Пока кто-то ищет пути к спасению и немедленно эвакуируется через запасные выходы, преступники берут первых заложников. Сценарий учений больше напоминает фрагменты из фильма. Террористы связываются с правоохранительными органами и предъявляют свои условия. Тем временем заложники, не делая резких движений, ожидают помощи. А в соседнем классе первым делом учителя забаррикадировали двери, чтобы преступники не смогли проникнуть в кабинет и выиграть дополнительное время до приезда Росгвардии. В таких случаях главное не делать резких движений, держаться как можно ниже в случае беспорядочной стрельбы. Эти алгоритмы поведения коллектив школы знает. Правоохранителей долго ждать не приходится. Быстро отрабатывают действия по блокировке входов и обезоруживанию террористов. Заложники освобождены, а после МЧС проводят спасательные операции. Школа, наконец, освобождена. Все чувствуют облегчение, хоть это только учения. Такие занятия Министерство образования региона проводит в общеобразовательных учреждениях на регулярной основе. Так сотрудники школ и учащиеся будут готовы к непредвиденным происшествиям. До реалистичного сценария их устно знакомят с правилами поведения в подобных ситуациях. Данное учение уже стало плановым, проводится в 90% образовательных организациях в этом году, в прошлом году проводилось в 100%. Персонал школы старается работать с сотрудниками надзорной службы в тандеме, ведь безопасность детей на первом месте. У нас есть план, по которому мы действуем, соответственно, и с учениками, и с педагогическим коллективом. Перед началом учебного года мы проводим полностью инструктаж. Также на педсовете мы обсуждаем такие вопросы отдельным даже пунктом. Также с учениками мы тоже проводим беседы профилактические. Также практическая часть у них с нами проходит. Такие учения проводят 2 раза в год. Это позволяет поддерживать высокий уровень готовности к реагированию на возможные угрозы, особенно перед стартом учебного года. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Магаз 24.